На Кавказе проживает около 100 народов, и каждый имеет свою самобытность, глубокую, интересную и всеохватывающую. И абхазы – яркий тому пример. Главное, чтобы Абхазии было хорошо. И вот эта его позиция, главное, чтобы было хорошо его народу, эта позиция была всегда. Тарас Миронович старался находить язык с любым человеком, чтобы понимать, чтобы убеждать, и чтобы это все было на благо нашей большой Родины и на благо его малой Родины Абхазии. К нему приезжали люди из разных политических взглядов с Абхазии. Он всех принимал, он никого не игнорировал. И люди приходили, он с ними пообщается, и как друзья уходили с его кабинета. Умение убеждать людей. Очень крупного калибра личность, человек очень аналитичный, очень образованный, очень эрудированный, для которого, в общем, самого большого масштаба проекты всегда были по плечу, и он их реализовывал. Понятно, что мы все живем по-разному, но всем нам нужно работать над тем, чтобы сохранить свою идентичность, то, что нас делает такими, какими мы есть. Ярчайшим примером является Тарас Миронович. Это его черта, это его способность, я бы даже сказал, талант, находить общий язык с разными людьми разных взглядов. У него нет врагов, у него есть, могут быть недруги, потому что он человек достаточно прямой и искренний. Он не стесняется вам высказать соответствующие пожелания, но всегда обретает их в такую форму, которая не вызывает обиды или отторжения. Папа для меня – это очень мудрый человек и очень добрый человек. Вот два главных его качества – мудрость и доброта. И хочу пожелать одного: папа, оставайся таким же, не меняйся. У абхазов есть такое изречение: руками дураков отлавливают змей. Поэтому на Кавказе нужно благоразумие, холодный ум и стратегическое мышление. Есть у него такое качество, он, конечно, умеет находить общий язык с людьми, примирять. И, кстати говоря, к нему часто обращаются за такими проблемами. У Тараса Шамба имеется общественная должность, на которую его избрали земляки более 20 лет назад. Народный президент Абхазии. Черты абхазского народа должны быть как у царя Леона, как у Тараса Мироновича Шамба. Вот эти черты, они есть у нас в нашем народе. Вот такие вот примеры, которые надо брать, потому что благочестие, чистота – это очень важно. И любить Бога и любить народ свой. Вот некоторые говорят, вот он не религиозный. Если человек не религиозный, он не может любить народ, он не может любить вообще человека. Как сказал северянин, один из поэтов 20-х годов, я своих друзей как честь берегу. Вот для меня друзья – это то же самое, чтобы я бы хотел бы видеть в себе. К моему счастью, радости, у меня очень много людей, с которыми я дружу. Честно вам скажу, за свою жизнь я не помню, чтобы я кому-то подлянку устроил, какую-то пакость сделал. Абхазию нельзя не любить. По легенде, когда Бог раздавал земли, последним к нему пришел абхаз. Бог сказал ему: «Почему ты опоздал? Уже ничего не осталось». «Я принимал гостей», — ответил он. «Ты знаешь, — сказал Бог, — у меня остался один райский уголок, который я приберег для себя.
но раз ты такой гостеприимный, то дарю от души». И с тех пор этот край называется Апсны, что в переводе на русский означает «страна души». Тарас Миронович это целая вселенная. Человек, обладающий удивительной совершенно энергией. Название «Страна Апсны», «Страна души» названо именно благодаря таким людям, как Тарас Миронович, человек удивительной души, с удивительным духовным миром, в котором хочется все время утопать вот в этот мир. Каждый кавказец готов за гостя отдать и жизнь. Тарас Миронович, у него состояние души такое. Он человек, который любит друзей и отдается полностью. Золотой он у нас аксакал. Мне вообще первая поездка запомнилась в Абхазию как одна из самых ярких. Когда я узнал, что Тарас Миронович оттуда родом, и потом поближе его увидел, я почувствовал, что он сохранил то редкое чувство дружбы, гостеприимства. И когда в декабре 1992 года военное противостояние Абхазии и Грузии достигло кульминации, именно Тараса Шамба избрали председателем Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Произошло это в селе Лыхны. Во время войны был создан Абхазо-Абазинский конгресс всемирный. Он был президентом всех абхазов во всем мире, так получается. И впервые Тарас Миронович начал говорить открыто, что абхазы и абазины – это один народ, один этнос. Благодаря деятельности Тараса Мироновича абхазы и абазины сблизились, заново нашли себя. И сегодня любой абазин или абхаз считают себя одним народом. Сейчас очень много абазин в Абхазии спокойно, как своих родственников. Они могут прийти в Абхазию, как себе приехать и получить гражданство Абхазии. И все эти годы мы с восхищением смотрели за его деятельностью по объединению этого одного народа. Это ему удалось. Мы искренне признательны за все. Если бы вы только знали бы, что для каждого абазина Тарас Миронович – это легенда, это всенародная любовь. Так патриотическая деятельность Тараса Шамба по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. И тут можно полностью согласиться с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзембо, что Конгресс мобилизовал в то время не только весь народ, проживающий в республике, но и всех соотечественников за рубежом. Во многом благодаря Всемирному конгрессу народ, столкнувшийся с угрозой полного истребления, смог объединить все силы и победить в той войне. Его любимый тост – это за тех, кто нас любит, и за тех, кого мы любим. Это на самом деле очень глубокая такая фраза. И везде, на всех столах он всегда ее произносит и проходит на ура. Я говорю, вот видите? Волею судьбы десятки тысяч абхазов оказались далеко от своей родины. В Турции, в Сирии, Египте, Тунисе. Это прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и другие события XIX века. Более половины населения бросило тогда свои дома и стало беженцами. Абхазов за пределами Абхазии, увы, гораздо больше, чем в самой Абхазии. В первую очередь это в Турции, Дагестане и Ближнего Востока. Но знаете, я наблюдал за происходящим, когда Тарас Миронович появлялся, его всегда с восторгом принимали, с аплодисментами, всегда с большим уважением, как человек, заслуживающий доверия. У него любимая фраза, когда ему звонишь пол первого ночи, в 3 часа ночи, он всегда говорит о том, что дружба – понятие круглосуточное. Абхазы проживают почти в 60 странах мира.
и 2/3 из них уже объехал Тарас Шамба, встречаясь со своими соплеменниками. Наверное, родственное отношение к людям любой национальности заложено в крови Тараса Шамба с самого детства. Многонациональная была, ну, так скажем, наш регион или наша замостянская такая деревня, где грузины, армяне, русские, евреи, абхазы, то есть мы жили вместе, и никто никогда в этих вот национальных вопросах мы не разбирались. В футбол играли вместе, плавали вместе, волейбол играли вместе, баскетбол играли вместе. Значит, все, что делалось, походы совершали вместе. Поэтому вот такое единение было очень такое, знаете, взаимосвязано. Поэтому всегда было, честно сказать, к любому можно было по любому вопросу обратиться, и всегда можно было найти или сочувствие, или помощь, или поддержку. В этом плане я считаю, что детство у меня было хоть и немножко голодное. Вот знаете, когда в огород зайдешь, лук вырвешь, очистишь, вот этот лук ешь, ну, знаешь, все горит, но жрать хочется. Поэтому, естественно, тяжелое было детство, но, по крайней мере, взаимоуважение было очень большое. Семье Тараса Шамба не пришлось испытывать горечь расставания с родиной. Он и его предки всегда жили и сегодня живут на родной земле. И всегда стараются следовать принципам, которые завещали родители. А у мамы она нам говорила: смотрите, Бога фамилия терпения. Он сам терпел и нам велел. Или под лежачий камень вода не течет. Давайте, работайте, шевелитесь. Папа спрашивал, в чем разница между мудрым и умным. Ну, умный, говорит, тот, который выйдет из любой ситуации. А мудрый тот, который не создает ситуации. Вот Тарас, видимо, это усвоил. Село Абгархук. Его можно по праву назвать родовым гнездом семейства Шамба. И с ним связаны многие сокровенные воспоминания о раннем детстве. Например, о том, как маленький Тарас с братом и друзьями заимствовал, скажем так, арбузы на соседней бахче. За этим домом находится бахча огромная, в котором, ну, дедушка и сажали эти арбузы, дыни. Полно было арбуза и дыни на этой бахче. Но почему-то Тарасу с друзьями захотелось в соседнем саду побывать и оттуда принести арбузы. Родной брат моего деда, значит, самый, ну, дед тоже, мы назвали маленький дед. Значит, он пришел, увидел, что мы едим арбузы, а там, значит, нас человек 6 было, ребят. Он говорит: где вы взяли? Ну, все мы встали, конечно, потупились, ну и показываем, где мы забрали. И он начал нас ругать: как вам не стыдно? Вот посмотрите, сколько здесь нашего. А знаете, как интересно, под колючками, под заборами лезешь, пробираешься, выбираешься туда, на чужое поле. Причем щупаешь, какой зрелый арбуз, для того, чтобы именно сорвать тот, который нужен. Хотя соседи тоже никогда не отказывали. Ради бога, заходи, бери в этом отношении. Ну, вот такая детская или юношеская вот бравада была, значит. Мало кто знает, но виноград в родовом гнезде Шамба растет по-особому. А у всех у нас виноград, он на деревьях. Понимаете, вот он вьется, лоза. И вот когда вот эти грозди собираешь, особенно наверху, ну, такой аромат, просто вдавливаешь одно зерно винограда, и очень вкусно. Знаете, как говорили у нас всегда, чем выше лежишь на дереву шелковицы, значит, тем она горше становится. Дед, он на дерево залезал, собирал виноград, и в таких специальные корзины, такие конусообразные есть, они, чтобы ветки не мешали спускаться с деревьев, потому что у нас виноград всегда пускали на деревья, чтобы ближе к солнцу он был, по деревьям рос виноград. А мы внизу освобождали большие такие корзины, несли в давильню, вот так делали вино.
Ну и какой абхазский стол без, наверное, самого традиционного местного блюда? Конечно, речь идет о легендарной мамалыге. Мамалыга — это вообще, знаете, говорят, по-абхазски хабсыску, то есть то, что держит нашу душу, это мамалыга, конечно. Все-таки, знаете, как, когда ешь ее мамалыга, это, знаете, как-то я принимал делегацию лордов из Англии, и повезли мы их в ресторан, это называется Мерхеули, там шикарное место, такое самое. Сидим за столом, аристократы высшей марки, мы тоже, так сказать, кое-что значим из себя. И когда нам подали мамалыгу, я стал есть ее руками. И сидевший напротив меня этот лорд, переводчику сказал, почему он ест руками? Возле него же есть вилки и ножи. Я так посмотрел, и говорю, вы знаете, а что может ближе и роднее, чем собственная рука? Зачем мне нужен посредник между моей едой и мной? И тут он, говорит, а можно я тоже буду есть рукой? И потом это уже как мне сказали, что он в Англии, давая интервью о своем пребывании в Советском Союзе, отмечая Абхазию, он сказал, я впервые увидел самую гигиеничную нацию, которая есть в руках. Здесь, в селе Абгархук, находится и родовое кладбище, где похоронены предки Тараса Мироновича. Для нас, конечно, это, знаете, как магнит он притягивает. Вот сейчас там мы создали, я не могу сказать большое, но очень значительное место, кладбище родовое, где, слава богу, все содержится, все аккуратно, все, мы договорились, что всем сделать одинаковые, понимаете, памятники, чтобы никто не выделялся. Поэтому там можно посмотреть наших предков. Уходит, к сожалению, видите как. Но, тем не менее, по крайней мере, вот эта любовь к этому очагу у нас у всех осталась. И мы регулярно, каждый Новый год, мы собираем, правда, на Старый год, вспоминаем всех своих предков, и за каждого ушедшего ставим свечу. Наши деды вышли из села Абгархук в Беловодском районе. В том родовом этом гнезде мы события там отмечаем, потому что у абхазцев есть традиция в Старый Новый год отмечать, там свой ритуал есть. На Пасху встречаться, там тоже свой ритуал есть соответствующий, открывают закопанный в землю пифос, кувшин с вином. И отмечают это событие. Из тех, кто из этого рода вышел, он обычно произносит какую-то молитву, вытаскивает кувшин, потом мы все его распеваем, каждый из нас говорит свой тост. Естественно, мы желаем всем мира, добра, благополучия. А это Горская средняя школа номер 10. Первая школа в Абхазии. Горской ее назвали потому, что она ведет свою историю с 1859 года, когда российский император Александр II издал указ о создании на Кавказе, где в то время влияние Российской империи становилось все больше, так называемых горских школ, в которых должны обучаться дети горцев. В этой школе учились Тарас и две его сестры Этери и Белла. А Тарас сам по себе, он лидер. Он всегда как-то умел всех себе подчинить. Девочки все в него влюблялись. Он был любимчиком. Друзей было много. Он попал в класс, там были такие трудные ребята. Я как педагог сейчас иногда думаю, как он с ними управлялся. Он их домой приводил, занимался с ними, старался как-то их на путь истины направить. Он очень был озорной, и хулиганистый, и озорной, и он любил в футбол играть, и на велосипеде гонять, все было. И был очень харизматичный.
У него было много друзей. Школа носит имя Нестора Лакоба, первого председателя правительства республики, Совета народных комиссаров Абхазии. С именем любимца народа Лакобы, который был репрессирован, но затем реабилитирован, связана история, которая сыграла важную роль в жизни Тараса Шамбы. Так скажем, это первый мой большой политический ход был или акция с моей стороны. Ну, правда, тогда еще не так осознанная была. Каждая школа на демонстрации до 1 мая или, скажем, другой, 7 ноября носили портреты тех, чьим имени названа школа. Я попросил нашего сторожа, он мне снял портрет, мы вынесли его и решили идти со своим, портретом Лакоба. Лакоба Нестора реабилитировали, но с фотографиями на парад выходить пока не разрешали. Знаете, да, те времена. И он всю школу на уши поднял. И вот пока не дадите портрет, мы не пойдем на парад. Была дана команда, не знаю откуда, убрать портреты. Ну, я сказал, если портреты убираем, то я не иду на демонстрацию. Мой класс сказал, что раз Тарас не идет, мы тоже не пойдем. Другие классы посмотрели, что наш класс не идет, тоже. И вся школа, мы ушли. Ну, Тарас настоял, всех сагитировал, а мы все подчинялись. Я в параллельном была, на класс ниже. И наши все, мы не пойдем, и все. Рядом парк был, в парке сели и так далее. Горком партии, горком комсомола, обком комсомола, обком партии. Тогда прибежали оттуда, стали меня уговаривать, чтобы я не срывал это мероприятие. Но я тогда созвал основной костяк нашего класса и школы и сказал: ребята, давайте так, вы идите, чтобы не подводить наших родителей, старших, а я пойду домой. Отец Тараса в то время работал прокурором Абхазии. И, конечно, ему тут же позвонили из областного комитета партии, когда узнали о поступке его сына Тараса. Отец, когда ворвался домой, не один, а с секретарем обкома партии по идеологии, а я в это время лежал в постели, и когда они ворвались, он встал надо мной, я поднялся с постели. Я говорю: папа, у тебя свой путь, у меня свой путь. Не мешай, пожалуйста, мне. Честное слово, дословно. Он поворачивается, берет того под руки, и они уходят. И за это, конечно, хотели наказать. Он и еще у него одноклассница, очень близкая подруга была, Мерия Напха. Они вдвоем. Их хотели исключить из комсомола. После парада на второй день мы пришли в школу, комсомольское собрание общешкольное. И вот их должны исключить из комсомола. Ни один не проголосовал «за». «Я пойду своим путем». Он всегда выбирает ту дорогу, которую сам считает правильной, даже если другие отговаривают. Это опасно, не рискуй. Такое качество характера выражается во всем, в том числе и в тех случаях, когда надо проявить личную смелость. Был очень энергичный человек, пользовался авторитетом среди ребят, драться тоже умел. Все было в нем. И когда Шамба стал работать в прокуратуре Сухума, смелость просто стала частью его профессии. В автобусе он ехал, и какие-то там хулиганы довольно грубо начали что-то разговаривать с кондукторшей. Он вступился, в результате чего завязалась драка, и его не смогли с ним справиться. Он был такой спортивный вообще всегда. Он в футбол играл, другие виды спорта. Его пырнули ножом. Пьяная компания, блатная. Вот я когда пытался урезонить их, один из них сзади меня ударил ножом. Ну и я доплелся, да. Меня зашили, но вроде бы выжил. Но их было 4 человека. Мы так были воспитаны, что хоть 10, хоть 20, все равно, если ты ввязался, ты должен идти до конца. Поэтому, что такое, извиняюсь, сейчас, может быть, это будет пафосно звучать, трусость – это самое худшее, что могло быть в человеке.
И неудивительно, что Тарас Шамба принимал самое активное участие в событии, которое сыграло ключевую роль в том, что Абхазия стала такой, какой мы ее сегодня знаем. Это грузинско-абхазская война. В республике называют ее Отечественной. По аналогии с Великой Отечественной войной тоже свое отечество защищать пришлось. Тогда каждый здесь считал, что он свой дом защищает, свою родню защищает, свою семью защищает. Так оно и было, потому что когда вошли грузинские войска, это условное название, потому что всякий сброд был. Тогда и армии-то такой у Грузии не было. Это были люди, которых из тюрем выпустили, такие тоже были. Ну и, конечно, убийства, грабежи, что только не было. Народ Абхазии это стало отечественным, потому что здесь стал вопрос так: отечество в опасности, его надо защищать. Он, безусловно, и здесь вел очень большую активную работу, ездил по всему Северному Кавказу, где его принимали руководители северокавказских республик. Да, он выступал там, где собиралось большое количество представителей общественности. И его все поддерживали к нему с большим уважением. Мотивация, наверное, другая была все-таки. Им было куда бежать, а нам бежать-то некуда было. Приходилось стоять насмерть. И так оно и получилось, на самом деле. Когда настал смертельный для Родины час, потомки тех, кто когда-то покинул Родину, вернулись. Они не пришли мстить, они пришли защищать. Из Польши, например, были, и из Эстонии были. Ну, там единицы, конечно, это были. Но из Турции это, конечно, это наша диаспора в Турции большая. Их там живет больше, чем в Абхазии. Значительно. Абхазов в Турции живет значительно больше. Кроме абхазов в этой войне участвовали и русские, и армяне, и греки, и представители народов Северного Кавказа, Юга России, да и со всей России. Все люди, кто шли на помощь Абхазии, шли добровольно защищать Абхазию. Но для абхазского народа, для народа Абхазии в целом, это была действительно отечественная война, потому что они защищали свое отечество. В Европарламенте был устроен День Абхазии. В Европарламенте. И вот я, выступая там, значит, сказал: ну вот представьте себе, ни один народ Кавказа не поддержал грузин. Ни один. Все народы Кавказа встали на сторону Абхазии. Более того, даже грузины воевали на стороне абхазов, и даже героями Абхазии стали грузины, воевавшие против грузин. Чувство коллективизма в многонациональной стране играет исключительную роль. Оно позволяет с почтением относиться к любому народу, независимо от его численности, от его религиозных представлений и его истории и традиций. Вот если вместе все это брать, то без этого невозможно уверенно смотреть в будущее. На мой взгляд, Абхазия это чувствует острее других. Причем люди воевали, прекрасно зная, что с теми, кто находится по другую сторону окопов, им придется жить рядом и в дальнейшем. Жить, как и раньше, веками, в их общем доме, имя которому Кавказ. Причем Тарас Шамба многое делал для того, чтобы этой войны вообще не было. Накануне войны он предложил договор, который мог бы стать основой для соглашения с Грузией. Вместо того, чтобы начать диалог с нами, в тот день, когда мы в Верховном Совете Абхазии должны были обсуждать этот его проект, вот были введены грузинские войска. Мы не ставили вопрос о нашем обособлении или выделении или вычленении. Мы хотели в одном государстве найти свое достойное место. 97 бронетехники вошли на территорию Абхазии и двинулись на Сухум. И как раз, когда они оккупировали Сухуми, я опубликовал Конституцию Республики Абхазия, которая была опубликована в газете «Бзыбь», в котором я хотел показать миру, во-первых, своему народу и остальным народам мира, чтобы они знали, чего добивается Абхазия, какую она видит для себя структуру,
развитие, стратегию развития. И как она себя видит в международном сообществе, как субъект международного права. То есть это суверенное государство. Именно в этой войне за свою свободу и родилась современная республика Абхазия. А Тарас Шамба был одним из тех, кто разрабатывал конституцию нового государства. Тарас Миронович обладает таким вот качеством, умением, а если хотите, примирить даже враждующие какие-то стороны, непримиримых в какой-то ситуации людей. Тарас Шамба с горечью вспоминает ситуацию, которая сложилась в начале 1990-х годов. Он тогда входил в Конгресс народов Кавказа, в котором тесно обсуждали взаимоотношения Ингушетии и Осетии. Вроде все вопросы решили, а через неделю началась война. Кому-то очень хотелось стравить народы, и в самое пекло поехали два друга – Тарас Шамба и Сергей Бабурин, который в то время был одним из руководителей Верховного Совета России. Ингуши сказали: Бабурина пропустим, больше никого. Потому что мне, как члену Верховного Совета, было придано для сопровождения 2 бронетранспортера, группа охраны. Я вызвал старшего капитана, говорю, значит, я сейчас еду на ту сторону. Он говорит, мы с вами, у меня приказ. Я говорю, сейчас я буду приказывать. Вы остаетесь здесь, потому что они не пускают российских военных, не надо конфликт нам создавать. Вот если я через 2 часа не вернусь, я разрешаю вам меня ехать искать. И я перехожу в Рафик, который они подогнали с той стороны, зашел, и вдруг за мной поднимается Тарас Миронович Шамба. Я искренне ему говорю, Тарас Миронович, а вы куда? Вам зачем ехать? Ну, подразумевалось, я не сказал, но там же непонятно что. И непонятно, чем эта поездка закончится. И надо было видеть Шамбу. Он на меня посмотрел так, что мне стало стыдно. Я говорю, Тарас Миронович, проходите. Мы переехали границу, они нас посадили в машину, привезли в Назрат. Я им говорю, а ну покажите, где вы содержите осетин, заложников. Они меня повели в огромный спортзал, ну, битком набитый людей, осетин. Я смотрю, там женщина с ребенком грудным. Там, смотрю, беременная женщина. Ну, я подзываю старшего, я говорю, знаешь что, во время грузино-абхазской войны у нас, у абхазов, ни одного заложника, ни женщин, ни мужчин, вообще никого не было. Я вас очень прошу, женщин отпустите. Они-то ушли, что-то там разговаривали, потом пришли, и женщин стали выводить. А одна женщина отказалась уходить с ребенком, значит, самой. Ну, я спрашиваю, в чем дело? Она говорит, здесь мой муж, я не хочу его оставлять. Я говорю, отпустите ее с мужем. И взяли их, отпустили. Я говорю, я вам обещаю, ингушам сказал, я вам обещаю, то же самое я сделаю у осетин. Я говорю, я поеду, посмотрю, кого они заложников держат, то же самое, и действительно я так и сделал. Конечно, это было страшно. Выйти вот так в толпу разъяренных мужчин, у многих из которых недавно погибли близкие люди. А там вся площадь перед зданием бывшего райкома партии заполнена мужчинами, ингушами, вооруженными. Тяжелый был момент. И Тарас Миронович показал, что он умелый координатор миротворческих миссий. Он способен снимать напряжение в разговоре. Он способен просто остановить нарастание, вот накал страстей. Вы знаете, я с папой работала в разные годы, в разное время в одних и тех же организациях. Это могли быть большие коллективы от 3 до 7 тысяч человек, могли быть маленькие коллективы, 5-7 человек.
ну, может быть, 2-3 человека сказали: ой, меня Мироныч так отчитал, так поругал, но лично я этого не слышала. Но у папы правило такое, если он чем-то, кем-то недоволен, он всегда выговаривал, высказывал свое мнение, но один на один. Третьих лиц при таких разговорах, неуютных, скажем так, разговорах нет. Ум собрался. А дедушка все читает. В этом году на 8 марта папа подарил маме 2 букета цветов. Я у папы спрашиваю, почему 2? Он говорит, ну, один она в спальню поставит, а другой на кухне. Как всякая любая женщина, мама много времени проводит на кухне, чтобы везде цветы от папы были перед глазами и радовали ее. Да, вот к ней как не придешь, цветы всегда имеют Ее место любимые. быть. Да, вот, праздника, повода вообще не требуется. И вы знаете, вот эта вот трогательность, которую они вот на протяжении 56 лет сохранили друг друга, это какая-то лебединая преданность. Есть шутливая присказка. Дети – это последние куклы. А вот внуки и внучки и являются настоящими детьми. Конечно, это шутка. Но в любой шутке всегда есть доля истинной правды. И Тарас Шамба не исключение. Дедушка достаточно спокойный. Я вообще считаю его самым спокойным членом нашей семьи, потому что если у всех могут быть еще какие-либо конфликты, дедушка всегда очень спокойно реагирует на все. Самые, наверное, лучшие воспоминания — это о том, как мы постоянно ходили на море. В принципе, именно благодаря ему я и научилась плавать. Бабушка с дедушкой познакомились очень давно. Ни разу не видел, чтобы они ругались когда-то, даже вот не слышал даже. То есть они все время, они живут очень долго уже вместе, и вот ни одного конфликта не было никогда. То есть, ну, живут душа в душу, как говорится. Мой дедушка очень мудрый, ответственный. Он не любит несправедливость. Белая кнопочка. Так, наставились, на меня смотрите, внимание. Опа. Насколько? Не поверишь, но да. Вот лучше молодежь сфотографируйте. Бессмертный полк, это вот уже 2 года, это Тараса все затея. И дядя наш вот погиб, его тоже фотографии, он сделал хорошие фотографии. Он несет портрет дяди, а моего отца несет мой внук. Бессмертный полк. Он туда вот ходит с портретами. Один наш дядя погиб в 1941 году под Брянском. В самом начале войны их полк дислоцировался на Волге, и их к 22 июня перебрасывали как раз на Западный фронт, в Белоруссию. Ну и вот не так долго ему пришлось повоевать, и под Брянском он погиб. Молодой парень, так скажем, обвенчался с девушкой и забрали, ушел на войну, и все, пропал. И никого у него не осталось, кроме вот только воспоминаний о нем. Кстати сказать, его костюм висел в шкафу, и когда я оканчивал школу, я приехал в Гудауты, одел его, и в его костюме пошел на выпускной вечер. Ну, небожители, я думаю, что им оттуда должно быть видно, но мне хотелось бы, конечно, чтобы он какой-то тоже след оставил. День Победы, День Победы, День Победы. Тарас Миронович – это, как, вы знаете, как открытый нерв. Он очень чувствительный, очень тонкий, очень вот такой восприимчивый. И вот его вот эта невероятная внимательность, исключительно тонкое отношение ко всем, кто его окружает. Он очень любит человека, он очень любит людей.
Есть у Тараса Шамба одна заветная мечта. Он мечтает, чтобы абхазская диаспора в России, Турции, Сирии и других странах сохранила свою идентичность, даже если там живет хотя бы один абхаз. А для этого диаспору надо всячески поддерживать, протягивать ей руку дружбы, развивая экономические, культурные, образовательные и научные связи с теми, кто чувствует кровную связь со своей древней родиной. И в таком благородном деле Тарасу Шамба помогают тысячи его учеников по всему миру. Он настоящий патриот своего народа. И он всегда защищал свой народ. И вся его жизнь была посвящена этому. Я лично знаком с Тарасом Мироновичем более 30 лет. И всегда поражался его способности, его желанию, стремлению помочь людям. Тарас Миронович – это уникальнейшая личность в плане, что он является патриотом и Великой России, и красивой маленькой Абхазии и всего Северного Кавказа. Заглядывая далеко вперед, понятно, Тарас Миронович закладывал тоже фундамент будущих отношений. Нету плохих народов, есть плохие правители. Народ хочет жить в мире. Тарас Миронович сделал многое для того, чтобы там народы не рассорились, а закладывали фундамент будущей дружбы и взаимного согласия. Абхазия – это суверенное государство, благодаря, опять же, Великой России. Тут у нас одна большая семья. Мы не видим никаких границ между Россией и Абхазией ни в культурном пространстве, ни в духовном пространстве, ни в чем. Я думаю, что, наверное, его мечта была бы, чтобы абхазы, чтобы абазины вот во всем мире, чтобы это была какая-то такая очень яркое, сильное движение того, чтобы они все хотели, вот у них было желание вернуться в Абхазию, да, реализовать проект под названием «Государство Абхазия». То, о чем вот о независимости, о самостоятельности, о государственности, то, чем, собственно, и всю свою жизнь, чему посвятил Тарас Миронович. Мы рассказали о мечте Тараса Шамба. Но это сокровенное желание не только его, а также сотен тысяч абхазов, которые считают Тараса Мироновича первым и единственным народным президентом Абхазии. Он являлся президентом и абазинского, и абхазского народа. Это два народа, это не два народа, это один народ. Он народный человек, который всегда остается и будет в нашей памяти. Дай Бог, чтобы он жил долго и долго. В застольном мероприятии сидели Тарас Миронович, Багапш, Сергей Миронович, там, такой небольшой коллектив был там, и два человека с МИДа. Когда дали слово одному, и он, произнося тост, назвал Тараса народным президентом Абхазии. На что МИДовский работник спросил Сергея Багапша: вы же президент. А он говорит: я президент только Абхазии, а он президент всех абхазов. Власть всегда уважительно к нему относилась и относится до сих пор там, потому что он делает, творит доброе, хорошее и всегда на пользу народу Абхазии и абазин. Народный президент, потому что именно весь народ, он не только в Абхазии, а по всему миру возглавлял как президент абхазского народа, абхазо-абазинского народа. Знаете, как говорят древние греки, сделал дело, уходи. Вы знаете, я честно вам скажу, у меня всю жизнь только было, так скажем, желание, чтобы не сделать такого, чтобы за меня было стыдно моим близким. И я старался и жить, и работать, и общаться так, чтобы за меня никому не было стыдно. И самое главное, чтобы я хотел, чтобы я никому ничего не был должен.